Праздничные мероприятия шли всю неделю. Так состоялась презентация спецвыпуска журнала «Хангыл», посвященного Михаилу Николаеву. Работа над ним шла 2 месяца. В выпуск вошли статьи воспоминания современников о нем и его родителях, материалы, в которых присутствуют рассуждения о личности первого президента и его вкладе в становление и развитие республики. Тираж журнала составил 500 экземпляров. Получил ли свой экземпляр Михаил Ефимович? Да, как раз делегация выехала в Москву поздравить, и наш глава Олег Валерьевич туда тоже выехал. И наши экземпляры этого журнала, этого номера найдут своего героя. На малой родине первого президента в Актемском наследии также прошел ряд мероприятий. Одним из самых значительных стало присвоение его имени Актемскому научно-образовательному центру. Напомним, в состав центра входят лицей, интернат, технопарк, детский сад, музей образования и дом-музей Михаила Николаева. Михаил Ефимович, конечно, его вклад очень большой. Он основатель. По его инициативе было построено новое здание этого тогда еще Актемской школы-гимназии в 1995 году. Михаил Ефимович носит каждый год, можно сказать даже каждый месяц, свой вклад, свои советы дает, постоянно поддерживает нас. Завершающим мероприятием юбилейной недели стало торжественное собрание общественности с участием приглашенных гостей, выходцев из Улуса, где презентовали видеоклип «Махтал Ирета» – «Песня благодарности». Съемки клипа проходили в конце сентября в местности Ортодойду. Участие приняли более 800 человек в национальных одеждах. Режиссером клипа выступил Михаил Лукачевский. Смотри на видео, да? Вроде бы мы пели, да? А вот когда вот смотришь видео, в глазах людей радость, гордость, это вообще действительно он не только наш хангаласский, а весь Якутии человек и России. Наш клип уже выставлен во всех социальных сетях, на официальных сайтах учреждений культуры, на каналах, YouTube-каналах. И надеемся, что не только Михаилу Ефимовичу понравится наш клип, но и широкому кругу зрителей, широкому кругу наших жителей всей нашей республики. К сожалению, Михаил Николаев не смог лично присутствовать на мероприятиях в честь него, но зато смог приехать его близкий соратник, видный государственный и общественный деятель Матвей Мучин. Надо сказать, что Михаил Ефимович – выдающийся сын якутского народа. Благодаря его мудрости, дальновидности на рубеже 2 тысячелетий наша Якутия некогда очень отстала, удивила мир своими человеческими достоинствами, образованностью, оптимизмом, способностью успешно жить в сложном мире и в гармонии с природой. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.